Вот, дорогие зрители, сегодня еду в аэропорт Адана. Уезжаем от Сая-парка. Отсюда каждый час уезжает автобус. Дорогие зрители, такая ситуация, что если я хочу кого-то встретить в аэропорту, сейчас в связи с коронавирусом на борт берут именно только тех пассажиров, у которых есть билет на руках. Следовательно, я должен своим ходом доехать до автовокзала и оттуда уже своим ходом я еду, получается. Хотя здесь рейсовые автобусы ездят, меня не взяли. Говорят, есть ли у вас билет? Если нет билета, пожалуйста, езжай в автовокзал и оттуда уезжай. Так что вот такие дела, вот такие изменения, о которых надо знать. Поэтому, в принципе, у меня время есть, поэтому я заранее выехал, учитывая такие факторы, что возможно меня не возьмут и что мне нужно будет своим ходом добираться. Так что оставайтесь на канале, продолжение следует. Мы сейчас своим ходом доберемся до автовокзала, дальше до Аданы и посмотрим, как это вообще работает. Со старого автовокзала едет маршрутка за 20 лир. И здесь на автовокзале есть автобусы, которые довозят бесплатно до аэропорта Аданы. Сейчас сядем на этот автобус, который они развозят до аэропорта. Видит остановка, где высаживают пассажиров, которые сели со старого автовокзала. Здесь рейсовые автобусы ходят. Вот Директ Адана. Разные направления здесь уезжают. Видите, да, разные остановки, автобусы, стоянка. Время от времени здесь проверяют кимлики, внутренние паспорта. Тоже нужно быть готовым к этому. На маршрутке я доехал до аэропорта. В эту сторону нужно идти пешком. В принципе, недалеко, тут рядом. Один момент. Когда вы в Мерсине сядете на старого автовокзала на обычном маршрутке, то они берут 20 лир. То в этом случае вас довезут до автовокзала Аданы. Потом необходимо будет пересаживаться, трансфер такой бесплатный, маршрутка до города. Водители меняются. И водитель маршрутки, который меняется, ему надо сказать, что вы едете до Хаваль-Лиманы или до автовокзала, до аэропорта. И чтобы он вас высадил по дорожке. И по геолокации вы тоже можете посмотреть, где это на самом деле находится. Несложно, тут примерно от трассы недалеко, можно прогуляться. Это только в том случае, если вы кого-то встречаете, то сейчас не пускают Хаваш, который 25 лир стоит. Поэтому вам придется через автовокзал, потом брать обычную маршрутку, потом высаживаться, идти пешком, как в моем случае. Имейте в виду, большая авария. Пацан не справился с управлением, нужно будет помочь ему. Что-то он залез. Burada kal.
Получается, авария небольшая случилась на дороге. Вот, получается, с главной стороны это уже выход получается. Сейчас зайдем с той стороны. Здесь вижу парковую зону. Кофе, чай можно пить на той стороне. Вот, по идее, я должен был приехать на таком автобусе. Хаваш называется. Я вам показывал это в Сая-парке. Так как меня не пустили туда, поэтому пришлось брать маршрутку и на маршрутке приехать. Вдоль, я смотрю, вдоль есть стоянки, парковочные зоны, но есть знаки, где нельзя парковаться. Нельзя снимать на дронах, и, возможно, внутри тоже на камеру нельзя снимать. Вот компактный аэропорт. Мне понравилось, тут стояночные парковки достаточно прям. Вот приехали в Тарсус. Здесь круговая. На Хаваше приехали. Разгружаемся. Вот этот знаменитые ворота исторические. Вот, дорогие друзья, с Кыргызстана посылка пришла. Некоторые наши подписчики нам подарили. Большое им спасибо. Букет из Сыккуля Джетугус. Нам подарок. Это тоже подарок из Кыргызстана. О, новая шоколадка. 2. Чуку. Чуку — это альчики. Интересно. Кыргыз шоколады. И вот то, что нам принесли, это куруты, которые девчонки нас очень любят. Вот у нас это заказ наш, который из Кыргызстана. Кто знает, что такое курут, поставьте лайк.